Выборы наступили, вас беспокоит, да? Добрый, добрый. Спасибо всем, что сегодня, в столь выходной день, в такое время, когда надо что-то делать, пришли, посчитали нужным встретиться с нашим кандидатом, с его командой. Все люди, которые сегодня присутствуют здесь с нашей командой, практически вы всех знаете. Кандидат в президенты Республики Абхазия Квитзин Алхас Алексеевич, вице-президент Тбар Дмитрий Сергеевич. Но вам всем известный наш политик у истоков и с самого начала, который в абхазской политике много работ, много трудов вложил, Сергей Миронович Шамба, наш министр иностранных дел, который многое сделал для признания, для того, чтобы нашу Абхазию знали. И здесь у нас еще присутствует депутат парламента Топагуа Батал Иванович и начальник штаба, предвыборного штаба Алхаса Алексеевича Квитзиня Беслан Ешпа Федорович. Большое спасибо, что вы сегодня присутствуете на нашей встрече. У вас здесь недалеко в селе Горе, мы все это понимаем. Мы тоже посочувствовали семье, но тем не менее вы находитесь сегодня здесь. Я вам очень огромно благодарен от лица своих друзей и своих коллег. Сегодня, вы знаете, Абхазия находится в предвыборной стадии. Через несколько дней, буквально через 2 недели, у нас выборы. Выборы президента Республики Абхазия. Ну, конечно же, многие политические силы участвуют в ней, так же, как и действующий глава нашей республики. Но вы знаете, что все это время, 5 лет, мы представляем оппозицию, оппозиционные силы. Мы шли рядом с Асланом Георгиевичем Бжаниа. Но по стечению обстоятельств таких, вы знаете, что он оказался в больнице ввиду отравления. Некоторые силы, наверное, не захотели, чтобы он участвовал в этой гонке. И тем не менее, мы не упали духом, мы собрались и решили до конца идти по своему пути. Поэтому мы сегодня с нашей командой находимся у вас в гостях. Серьезная ситуация складывается у нас в республике. Я уверен, что те, кто говорит вслух, и те, кто молчит о ней, одинаково о ней думают. Но нужно исправлять дело, ситуацию в нашей стране. Как исправлять? Для этого у нас, как у команды, есть программа, которую вы, наверное, большая часть из вас, которые ознакомлены. Мы говорим сегодня о реформах, которые надо делать в республике. Если мы считаем, наш подход такой, если не сделать реформы в органах управления власти, никакая работа не даст эффекта этой власти. Кто бы там ни был в руководстве. Система сегодня управления государственной властью, она устарела. Она не дает эффект, она наоборот тормозит развитие нашей страны. Может, кто-то и думает, что а что вот сколько людей уже поменялось, сколько выборов было, сколько там президентов было, ничего не меняется. Да потому что все говорили о реформах, и никто ею не занимается. Сегодня с экранов телевидения, что нам говорят, что мы идем по пути реформы, это все обман. Если были бы реформы, от этих реформ результаты ощущал бы народ. Но я почему поддержал эту команду, я вам скажу. 3 главные вещи скажу, основные, почему я поддерживаю. Первое, нам для развития нужны деньги. Значит, нужны инвестиции. Сегодня любая страна нуждается в инвестициях. Все нуждаются, тем более мы нуждаемся. И был период
вот после признания 2008 года, когда хлынули сюда с предложением инвестировать, потому что все-таки привлекательное. У нас 220 километров побережья морского, где такое есть, понимаете? Но когда увидели ситуацию, потихоньку развернулись, потому что деньги любят тишину, известный факт. Нужен порядок, его нету. Значит, чтобы были деньги и инвестиции, нужно навести порядок в криминальной сфере, во всех областях нашей жизни. Как это сделать? Почему до сих пор, в принципе, никому не удалось это сделать? Да потому что никто серьезно за это не взялся. Это сложная задача. Будешь этим заниматься, очень много себе проблем создашь. Это фактически нужно бой устроить. Бой криминалу, бой коррупции, многих людей против себя настроить. Почему я верю, что они могут это сделать? Потому что Алхас Алексеевич возглавляет партию ветеранов войны. За ним стоят ветераны, которых так не напугаешь, как могут других напугать. За ними стоят ведущие политические партии нашей страны. И рядом с ним человек, который идет вице-президенты, молодой, энергичный, человек, который имеет большой опыт работы в правоохранительных органах. Я разговариваю с ним, вижу, что он настроен очень решительно и по-боевому. Поэтому я верю, что если кто-то сегодня может это сделать, это только они. Меня привлекает то, что человек, который идет в президенты, в случае, если он станет президентом, он готов перераспределить полномочия в пользу парламента. Почему? Вообще демократическая система основана на разделении властей, потому что должен быть взаимный контроль. Когда исполнительная власть не имеет контроля, она, естественно, станет злоупотреблять своей властью, что у нас и происходит, потому что у нас парламент никогда не был независимым. Он всегда зависит от исполнительной власти. Мы же это знаем, что любой президент управлял парламентом. Что хотел президент, то и делал парламент. Если парламент не контролирует исполнительную власть, она естественным образом будет действовать так, как и хочется. Отсюда и коррупция никто не может остановить, отсюда все проблемы наши. И третье, главное. Вот вы знаете, вот Артуш знает, Сагурян, я всю свою жизнь боролся за то, чтобы не были ущемлены другие нации в Абхазии. Понимаете? Что сегодня происходит? Ни одного армянина, ни одного русского нету в исполнительной власти. В парламенте нет ни одного русского. Мы можем одерживать невероятные победы. Это и война показала, когда мы с неравным соперником воевали. И если мы вместе, а так как сейчас происходит, и после войны эта система начала, когда каждый хочет урвать, другого оттолкнуть, поэтому места нету другим. Так мы государство справедливое не построим, пока все граждане этой страны не будут чувствовать, что они равноправные граждане этого государства, мы ничего не сделаем. Хотелось бы узнать то, что у вас на душе, и то, что мы чем можем вам помочь в случае нашего избрания, чтобы мы понимали, что мы здесь сможем помочь, а здесь нам будет тяжело это сделать. Поэтому хочется вас именно услышать, ваши вопросы услышать, на которые мы заготовленные ответы точно не будем иметь. Мы вас знаем, когда вы были начальником УВД, потом когда оскорбительно уволили, мы это все знаем. Но если вы сегодня как вице-президент с Алхасом Алексеевичем идете и будете контролировать силовой блок, вот тогда уже народ знает, что уже начинается перспектива, есть работа. Да, именно из-за этого я согласился пойти на эту должность, потому что всю жизнь моя специальность – это силовые структуры. Я буду заниматься реформированием и контролировать силовой блок именно. И на земле с ними буду работать. На эту должность не иду, чтобы, грубо говоря, пользоваться только благами этого государства. Никогда не пользовался, никогда не был замечен ни во взятках, нигде. Потому что никогда не опорочу ни имя своего отца, ни свое. У меня и отец, и брат ради этого боролись, чтобы на родине был порядок. Вот с этими людьми мне очень легко. Это очень сильная, очень грамотная, опытная и, самое главное,
решительная команда, которая имеет политическую волю. Потому что можно очень много красивых слов, но если нет воли исполнять то, что ты наметил, да, я думаю, это все будет, опять будет вызывать разочарование. Вот 5 лет назад тоже было очень много обещаний на самом деле. И пенсия, вот я сидел рядом с моим министром тогдашним, он говорил 15 тысяч, ну тем, кто не получает, 15 тысяч. Даже посол российский был, говорит, слушайте, ну, возмутился, понимаете, ну, как можно такие вещи говорить? И тем не менее, это было сказано. Где эти 15 тысяч? Позорные 500 рублей. Позорные 500 рублей. Вот, люди работали всю жизнь и ничего не заработали, кроме 500 рублей. Это вообще... И то не дают иногда. И то не дают. Надо в очереди настоять, пока вот получишь из банкомата. Я думаю, что вы грамотные люди, вы образованные люди, вы много увидели в своей жизни, у вас большой опыт. Вы должны хорошо слушать, хорошо понимать, видеть перспективу. Вот мне кажется, вот я здесь очень, для меня честь быть в этой команде, потому что здесь есть перспектива. И я вижу, что люди, которые здесь находятся, полны решимости. И человек, который, Алхас Алексеевич, который баллотируется на пост президента и вице-президент, они еще молодые политики на самом деле. Это хорошо. У них и опыт есть, но тоже у них еще и молодость есть. У них есть силы, чтобы что-то делать. Я думаю, что здесь большой шанс, что у нас получится. И жизнь станет лучше, чем она есть сейчас. Вот я призываю вас голосовать душой и сердцем, сделать правильный выбор. Спасибо. Самое главное, вот в той, что предложил реформе, Алхас Алексеевич, что предлагает, есть одна хорошая вещь. Вот самая главная вещь, это мы меняем немножко систему управления, то, что он говорит. В каком направлении? Что у вас будет больше возможностей влиять. Понимаете, вот 5 лет вы раз избрали президента, но он, значит, 5 лет все-таки и по нашему законодательству невозможно ему не предъявить никаких вопросов. Даже если там возмущаться, говорить и так далее, единственный результат, вы знаете, один плохой мы уже проходили в стране, там это бить окна, ломать двери и так далее, это неправильно. Поэтому Алхас Алексеевич предлагает его. Если механизм не работает, надо менять этот механизм, ставить новый. Он предлагает в исполнительской власти, чтобы принимала участие парламентская часть. Но у вас есть влияние влиять на парламент. У вас есть свой депутат, которого вы всегда можете вызвать и потребовать от него, чтобы он свое решение. Потому что каждый из нас депутатов, фактически, мы представительскую власть представляем, вас представляем, избирателей. И если вы позовете и скажете, послушайте, там министры не работают, вы там сидите, результатов никаких нет, идите и ставьте вопрос, либо вотум недоверия его снимать и так далее. И даже у них президент, Минасян, да, депутат? даже президент, какой бы он ни был, когда не он один решает вопрос министра, там, вопрос премьера, а когда он вынужден консультироваться, спрашивать у партии, у депутатов и так далее, они уже будут говорить, послушайте, этот министр должен сказать, что он собирается делать, как он собирается делать и с помощью чего. Так я вам могу здесь много чего пообещать, и любой из нас может обещать, а вот как это сделать, это другой вопрос. Вот пока вот эти критерии не будет, ничего не будет. И я лично Алхаса Алексеевича поддерживаю и всю эту команду, потому что они собираются менять систему. Смотрите, какое у нас есть предложение. Сделать в селе крестьянско-фермерское хозяйство. Это не так сложно сделать и не так много денег это стоит. Обговорив с вами лучшие культуры здесь на месте, да, помочь вам тем, что было сказано, и гарантированно покупать государство должно ту долю, ту, которую вы считаете нужным. Для государства то, которую вы не сможете продать на рынке или сами, если поедете продавать на границу или попытаться самим продать уже дальше, там, как говорится, внешнеэкономическая деятельность. На это мы будем делать упор. Потому что, когда крестьянин, почему мы говорим об этом? Не потому, что нам так хочется сказать. Мы понимаем, что человек на селе должен планировать свою жизнь. Это не город, где ты ходишь на работу, получаешь зарплату и тоже по-своему планируешь жизнь. В селе тоже нужно такое планирование, потому что есть сезоны одной, другой, третьей культуры, и каждый раз надо понимать, если вот, допустим, весной там одна культура растет, зимой другая, третья, тогда как только у крестьянина появляется некий план жизненный, да, на год, и он понимает гарантированно, что он продукцию, которую вырастил, может продать, он и спокойно думает, чем он будет одевать, обувать своих детей, куда отправит его учиться. Там и о здоровье идет речь так, чтобы себя поддерживать всегда в хорошей физической форме. Вот это, мне кажется, и не только мне, а кажется всем нашей команде, вот в этом залог того, чтобы село хорошо и правильно развивалось. Здесь уже и о спорте говорили, и о правопорядке говорили, не буду повторяться.
Мы говорим сейчас о селе и о благосостоянии. Благосостояние, когда человек живет, ну, в среднем достатке. Выше еще лучше, значит, да. Наоборот, руководство должно радоваться, когда есть предприимчивые люди в селе. Поэтому переработка сельхозпродукции это тоже то, что будет на месте, потому что это добавляет стоимость. Если вы просто вырастили продукт и государство у вас купило, или вы сами продали, это одни деньги. Спасибо, что пришли. Спасибо. Всегда рады с вами. Рады видеть вас.